Жилой дом Набережных Челнов, вход с торца. Продавец, молодая женщина, тщательно старается не попасть в кадр. Уверяет, это приличное место. А что по поводу жалоб, так жители дома и есть те самые основные клиенты заведения. Что, я не детей с этого дома. Они сами просто приходят с этого дома. Кто-то на втором, на третьем живет. Как правило, подобный общепит привлекает клиентов не изысканным меню, а близостью к дому. Маленьким кафе и барам тут не место. Законопроект депутатов Госдумы России, 3 из них из Татарстана, поддержало и правительство. Маленькие – это не более 20 квадратных метров и расположенные в жилом доме. Впрочем, цифра 20 – условный минимум. По Санпину такой метраж не может называться кафе или рестораном. В больших метрах еще можно где-то там стул там должен быть, если это общепит, кафе. А все остальное это просто профанация. Поэтому вот такая некая цифра, от которой мы отталкивались. Но еще раз говорю, этот метраж можно обсуждать, потому что многие мои коллеги тоже говорят, что и больше метражей практически невозможно там организовать нормальную общепитскую систему. Новый закон может прикрыть лазейку для некоторых торговцев алкоголя. Дело в том, что по ночам бутылки продавать нельзя, а вот разливать по бокалам и рюмкам можно. Поэтому маркеты идут на ухищрение, ставят пару столов, получают лицензию и торгуют спиртным под вывеской «кафе». Правда, вот это заведение и вовсе не меняло вывеску и маскируется под магазин. Со своим нельзя, гласит табличка, крохотный уголок и пенное в кружках. Вечера вблизи этой наливайки проходят с огоньком. Это подтверждают многочисленные жалобы соседних домов. Вызывайте этих хозяев и с ними разговаривайте. Спустя 20 минут молодой мужчина интересуется причиной съемки, якобы из любопытства. Позже выясняется, он и есть хозяин заведения. И ни одного. Мне тоже нападение. Нет, вы здесь. Они могут пить Запрет коснется более 10 тысяч точек по России. Бизнесмены заявляют, если заведение работает, значит соответствует требованиям. А в жилых домах потому, что попросту больше негде. Свое против высказал и артист Сергей Шнуров. Музыкант в стихотворной форме высмеял позицию власти, которая чуть что сразу в рамке. Меры устаревшие и доходят до абсурда, считает артист. Когда появляется новое ограничение какое-то, вылезают какие-то отклонения, какие-то живые истории, когда, не знаю, там, семейный бизнес, я не знаю, или какое-то небольшое предприятие наших местных татарстанских предпринимателей, которые зарабатывают и дают возможность рабочие места, вдруг им приходится закрываться. Для некоторых это будет критично. Оценить масштаб пока невозможно, но для этого уже есть соответствующие службы, которые сейчас этим будут заниматься. Регионы же, это же их тоже налоговая база, по сути дела. Они же идут осознанно на определенные ограничения, понимая, что они каким-то образом поступающие налоги. Но, еще раз говорю, эти налоги мизерны, их практически нету. Нам важно вот в этой ситуации выбрать сторону наших граждан. А вот это сюр с обратной стороны. Сразу несколько алкоточек в 20 метрах от зоны, свободной от алкоголя. Когда-то эта территория создавалась именно с этой целью – построить место, где вечера будут проходить тихо и трезво. Член партии «Единая Россия» Ильдар Шамилов поясняет, дело не столько в бизнесе, сколько в культуре самих людей. Вот сегодня, если задать вопрос в интернете «хочу выпить в Набережных Челнах», высыпется сразу где-то 167 точек предложений, куда можно зайти. Или купить вино или водку, где-то тоже около 150 точек. А если запустить вопрос «хочу пройти в библиотеку или купить книгу», библиотек всего 17-19, а книжных магазинов 21 или 22. Но на сегодня мы во что хотим превратить или сами превратиться и превратить следующее поколение? Поколение самой читающей нации или в поколение самой пьющей нации. Правовые нормы должны проистекать из моральных норм народа, а в России же хотят управлять моралью людей с помощью правовых норм. Эксперты считают, что жесткие ограничения не выход. Завсегдатые перейдут на контрафакт, но соглашаются, закон нужен, но с корректировками. Это должно регулироваться внутри республики, обязательно. Ведь сдать в аренду магазин более рентабельному, скажем, предпринимателю для собственника помещения намного выгоднее, да?
может быть, скажем так, какое-нибудь детское там учреждение будет приносить меньше доходов, чем магазин алкогольной продукции. Да? Поэтому здесь вот для этого и нужен приблизительно вот такой законопроект. Я не говорю, что он прямо идеально, да? Там нужно вносить в него какие-то изменения. Вот этот законопроект именно дает возможность регулировать. Жителям новая реформа по нраву. Это восстановление их законного права на тишину и отдых. Посетители местной забегаловки злоупотребляют сначала алкоголем, а потом скандалами. Уверяют, штрафовать бесполезно. Выручка за ночь покроет все расходы. Как оказалось, людям бизнеса не до людей. Зайца отремонтировали, ушки поставили. На следующее утро уже нету, сломали. Тут вообще бардак, действительно. Пьяные в основном выходят же люди. Так-то заведение, оно может стоять, но если там допоздна, пускай не продают. Все, в определенно, как положено, пускай продают. И чтобы не собирались алкоголики возле пивнушек здесь. Если документ будет принят, власти предложат альтернативу – расширить помещение или взять в аренду другое. Сами жильцы тоже будут вправе решать судьбу своих соседей, но и это не точно. Здесь несостыковки с жилищным кодексом, а потому либо норму из законопроекта придется вычеркнуть, оставив только полномочия у регионов, либо вносить новые правки или договариваться с предпринимателями. Впрочем, пока чиновники уговаривают бизнес уступить, сам бизнес, в свою очередь, начинает сдаваться по собственной инициативе. Диляра Юсупова, Тимур Бекмурзин, Эльзира Юзаева, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.